В июне, после заключения Назранского договора, полевой командир Лечи Хултыгов отдал нашей программе 2 пленных и выпустил в небо последнюю на этой войне пулеметную очередь. Через 3 недели мы приехали снова, с надеждой увезти еще одного пленного. После того, как мы с вами расстались, я вам передал пленных, вы уехали. Они, сколько у нас людей поубивали, сколько вы сейчас приехали, тоже свидетели, как они ночью, днем, ночью летают, стреляют. И вот наш один человек, ну наш про него говорить нельзя, сказал нам, что Завгаев Доку Хапугович должен приехать в Веденский район. И у нас там это место, где постоянно моя разведрота. И я вместе с разведротой тоже туда пошел, и мы в течение суток их ждали. 28 человек нас, вот таких 4 пулемета ДШК, 1 крупнокалиберный пулемет Владимирова танковый КПВТ, 2 установки ПТУРС, Фагот мы их называем, и 9 ракет С-8. И надо же, ну точно, наш человек нас не обманул. Пролетели. И знаете, кто пролетели? Убийца чеченского народа №1 господин Шаманов, Завгаев, Кошман, который все хвалился, что с одобрением правительства уничтожают Бамут. Ну и надо же, и Степашин вместе с ними. И в это время вот все, прицелили, все, начнем. Что делать? Степашин, правда, нам мешал. Потому что на Зране он и с Удугом разговаривал, и там на переговорах был, вроде бы мира он хотел. Но очень мешал нам, он не нужен был, чтобы мы его там тоже вместе с ними кокнули, грубо говоря. И с Масхадов это время выходит на связь. Ни в коем случае огонь не открывать. Мы говорим, да они же вот-вот. Нет, ни в коем случае. Вы меня поняли, нет? Я говорю, вас понял. Ну что делать-то? Нет, огонь не открывать. Под угрозой расстрела нас заставил отойти. Говорю, снимайтесь и уходите. Я говорю, как же так? Да Завгаев же там, который целый год уже прекратилась война, опять кровь проливает, убивает. Вот он и нам его Аллах подарил. Я говорю, как быть-то, Аслан, как быть? Приказывай уходить. И никаких разговоров. Вы меня поняли или нет? Иначе расстреляю. Я вас понял. Мы уходили, мы плакали. Мы, чеченцы, мы плакали. Я с тех пор рацию с собой не ношу, я ее выбросил. Приказы Масхадова здесь не обсуждаются. И к нашему разочарованию один из этих приказов был таков. Пленных по одному больше не освобождать, а добиваться обмена всех на всех. Да, я говорил, что хватит эти акты доброй воли, что у нас тысячи молодых парней, абсолютно невиновных, которые даже в руках оружие не держали. Значит, просто так их задерживают на блокпостах. Они оказываются в фильтрационных лагерях, концлагерях. Над ними издеваются, измываются. Вот. Буквально смысл слова, если они, хоть кто-нибудь из них остается живых, то возвращается коллега. Поэтому мы говорили и раньше, 30 июля, когда было подписано военное соглашение, и в то время обмен всех на всех. Давайте честно, вы отдаете нам всех, кто у вас, и мы отдаем всех. Ликвидируем фильтрационные лагеря и больше даем слово, что не арестовывать, не брать заложников. Но этого и тот раз не случилось, и на этот раз. И тем не менее, нам вместе с Лечи Хултыговым удалось уговорить Аслана Масхадова нарушить свой собственный приказ. До бомбежек сел Гихи и Мехкиты оставались сутки. Решением главного штаба мы сегодня, передаем вам, как представители компании ГИТ, военнопленного Ивашенко, Ивашковского. Для того, чтобы он возвратился домой и был вместе со своими родителями. Он лично ранил моего товарища. Он лично. Спросите меня, я его один раз рукой тронул, я его один раз оскорбил за то, что он русский, за то, что он пришел с оружием в руках. Спросите у него. Я хочу, чтобы он вернулся к родителям и рассказал всю правду об этой страшной бесчеловечной войне. Понимаете? Что он рассказал правду дома там. И чтобы кончилось все это. Понимаете? Как нам это надоело. А сейчас, Андрей, забирайте этого парня домой. Пускай он, дай Бог, дай Аллах ему мужество рассказать обо всем этом правду. Я вручаю вам его, передайте его матери. Я не могу вам сказать, в следующий раз мы увидимся или нет. Увидимся.
Дай Бог, чтобы увиделись. Спасибо, Леч. Дай Бог. Андрей, давай, счастливо.